Единожды попробовав кочевую жизнь, остановиться уже невозможно. Исследователи из Бишкека снова едут в экспедицию, чтобы окунуться в прошлое. Ага. Эй! Насладиться настоящим. Я тоже наступила. И узнать будущее древнего кочевого народа. Ливия достаточно гуманный, да? Маргоп средневековый, то есть... Археолог Дмитрий Лужанский. Фотограф Влад Ушаков. Путешественница Юлия Тинькова. И этнограф Галина Данильченко. Легче будет. Не пожалеют Удобно. сил. Не остановятся перед трудностями. Да елки-зеленки, а! И переборют собственные страхи. Да. Ой, вкусно. Чтобы почувствовать себя настоящими кочевниками. Судя по чистому небу, нас ждет хороший солнечный день. Только небо-то не видно еще пока. Почему? Звезды видны вон. Звезды видны. Время почти 5 утра, мы уже в пути. И лошадки уже ждут. Да, Дим, может быть, объяснишь, куда мы, ради чего мы так рано встали? Мы сейчас едем в местность Тайвань для того, чтобы смотреть перекочевку, как она начинается. Вот, они собираются юрты снаряжать, юрту брать и снаряжать машины в 5 утра. Поэтому нам надо в 5 утра быть там. Слушай, Влад, сейчас едем, пока до пристани я дорогу знаю хорошо, а дальше не знаю. У тебя приложение 2GIS есть? Да, и скачет. Посмотри, пожалуйста, местность называется Тайвань. Вот, где-то в районе Липинки оно должно находиться, немного восточнее. Я почему-то всегда думал, что Тайвань находится на берегу Южного моря, а не на берегу Южного залива. Димка, я не нашел местности Тайвань. Но нашел такое зеленое пятнышко. Это в районе реки Эрлик, да? Да, вот оно, как раз. Да, как туда проехать? Странно, почему нет. Ну, видимо, это совсем этнографическое название. Ты забей, там, по-моему, есть в приложении функция, чтобы можно было указать название местности. А, то есть... И прокладывай маршрут. На высокогорье ранним утром довольно холодно. Чтобы немного согреться, исследователи попросили занять их каким-нибудь полезным делом. Дмитрий и Юлия будут выгонять стадо. Всех коров при этом нужно пересчитать. А как считать? По одному? По одному? Если честно, я не совсем не до конца поняла, как их считать. То есть вот эта вот река такая мимо меня прошла, как ну, максимум, что я смогла сделать, это не дать им разбежаться. Ну, то есть я встала, как бы это, они мимо меня, они испугались большую тетку, я им не дала разбежаться. Кто считал, как считали, то есть это, оказывается, тоже немаловажная часть вот самого этого процесса. Я так думаю, что в следующий раз я все-таки попытаюсь с этим разобраться, потому что для меня, я говорю, они все на одно лицо, они проходили вот так вот рекой. Как их считать, не знаю. Эй! Я тоже наступила! К деньгам! Все к деньгам! Давай. Такая, эй, гали. Я так думаю, что, судя по приметам, денег у меня должно в этом, как минимум в этом месяце быть очень много, да, потому что я вышла вот на таком слое будущего кизика. Следом за быками и коровами выпускают лошадей. Пока чабаны будут гнать их на джайло, хозяева загрузят все необходимые вещи. Куда его? Туда, сразу наверх. Наверх грузить? Это вот холодильник, да, Байке? Это действительно уникальная вещь. Первый раз вижу холодильник из, пластика, да, и из металлической сетки. Обычно делают на деревянную раму, очень тонкую сеточку, чтобы мухи не про это. А это прям какое-то современное, это уже... Морозильная камера. Да, индезит получается. Такой, индезит кочевников. Скажите, а предки ваши как хранили? Вообще, из чего они это делали? Раньше они это как делали? На сыр сделали. На соль замочили. Ага. День, два, три. И потом день
Ночью повесили на ветер, а днем обратно соль. Ночью повесили, обратно соль. А там сыр получается. Так мухи туда не... Получается, это бастурма. Ну, как бы, солонина. В общем-то, я смотрела документальные фильмы «Перекочевки». В этих фильмах было показано, как собираются на перекочевку, какой это праздник для людей, как надевают свои лучшие одежды, берут все предметы, которые могут пригодиться, и старинные в том числе. Но сегодня, когда мы, собственно, столкнулись с этим, мне очень понравилось то, что, в общем-то, даже такое, казалось бы, традиционное дело, как перекочевка, оно уже модернизировалось. К перекочевке предки современных кыргызов готовились тщательно. По обычаю, накануне перехода устраивали жертвоприношения. В сам день перекочевки надевали праздничные одежды и украшения. Юрты и все необходимые вещи грузили на яков, верблюдов и лошадей. Раньше люди собирались в перекочевку, собирали караванчик небольшой, там перевозили свой скарб на верблюдах, на лошадях. Сейчас с этим справляются машины. Тундук у них уже новый, металлический, модернизированный. Не убейся. Я немножко не могла сопоставить, скажем, вот весь вот этот скарб кочевника и ГАЗ-66, да, это, грубо говоря, современная машина. То есть я думала, что также на лошадях, на это, ну вот как на картинках рисуют. Скот гонят в два этапа, двумя разными стадами. То есть идет первый табун лошадей, потому что табун двигается довольно быстрее, и позже, медленнее, размереннее идет стадо коров. Табун и стадо сопровождают по 3-4 человека. В табуне мы считали 140 голов скота было, а в стаде было 139. Вместе с опытными чабанами стадо погонят Влад и Дмитрий. Давай. Опа! Но она смирная, да, Саша? Да, она сама смирная. Как мои коллеги, я бы, наверное, даже не решилась на нее, потому что лошадь, она чувствует хозяина, она знает, кого скинуть, кого. Меня бы она скинула на первых метрах, потому что я слишком добрая, я слишком... Ну, во всяком случае, они так думают. Досталась лошадка такая с норовом, то есть она была заточена, чтобы куда-то скакать, брыкаться. Была масса впечатлений с нее вообще слезть целиком. Опять же, получил своеобразный опыт. Мне посчастливилось сегодня попробовать себя в роли чабана. Но это было совершенно... Во-первых, для меня показалось это немного опасно, потому что все-таки я люблю лошадей мирных, тех, которые еле-еле живые. А лошади, которые постоянно играют в кокберу и которые зачастую резвые молодые кони, с ними очень сложно совладать. Вот мне досталась как раз такой конь достался мне, который меня, конечно, изрядно попугал. Честно, я за них очень сильно переживала. Но со стороны даже мои ребята смотрелись очень эффектно. Именно вот эти спортивные лошади, вот у них мускулы играют, переливаются. Их видно, что хорошо содержат, хорошо кормят. Вот на меня произвели, конечно, неизгладимое впечатление. Вот это дороги. Да. Это не дороги, а направление. Как это? Факт, что тропа, что не факт, что человечья, да? Как? Да. Было слегка тяжело, потому что дорога в этом месте очень сложная. Ну, не сложная, она просто
из-за ее отсутствия приходится постоянно быть внимательным. Вот, а так это, наверное, одно из красивейших ущелий. Если нет дорог и надо доехать до своего кочевья, едут просто по склону горы. К сожалению, наши машины не смогли сюда подняться. Это, наверное, градусов 45, может быть, чуть меньше, может быть, 40. Подъем такой крутой. Мы на половину горы заехали и остановились просто потому, что машина на месте буксует и дальше не едет. Дальше идти до Джайло членам экспедиции придется пешком. Я как фотограф для себя открыл для себя новые ущелья. Ну, неимоверно, вот на панорамку поднялся. Отсюда и часть Джетиогуса видно, скальников. То есть места красивейшие. Ну, практически, вот если посмотрите, это как дача Бога. То есть фазенда с видом на море. Какая чудная долинка. Да, жалко, что машина не доехала. Обратно опять так же придется по этим буграм идти. Не, ну зато прогулялись, во-первых, увидели. А посмотрите, какие виды, отсюда и секунд видно. Да, красота вообще божественная. Ой, ну что, давайте помогать юрту ставить. Я думаю, если мы минут на 15 позже пришли, юрта бы уже полностью стояли. Юрты уже не используют деревянные, используют их металлические. Они легче, они практичнее, они лучше. Привезли и довольно быстро поставили. Почему именно покупают такие юрты? Потому что за ними ухаживать намного проще. Они уже не из войлока, а из парусины, которая не пропускает воду. Если настоящая юрта стоит в районе там, $5000, то вот такую юрту можно купить за $1000. То есть она более дешевая, она не гнидет. Одно крыло тундука должно на выход смотреть, да, Ваке? Исторически при установке юрты вход ориентировали по-разному, в зависимости от рельефа местности и направления ветра. Однако в основном старались направить вход на восток, к восходу солнца. Я как бы втыкала вот эти вот ууки в тундук. Для начала для меня это было, изначально для меня это было достаточно сложно, потому что нужна меткость. Я посмотрела, ребята, они так то есть молниеносно это все как бы это. Первый уук у меня дался немножечко проблематично, но я потом смогла. О, получилось. Я поставила еще штуки 4. И, в принципе, я не думаю, что намного, скажем так, смотрелась намного непрофессиональнее, нежели те ребята, которые постоянно за этим занимаются. Возможно, я сейчас хвастаюсь, но я себя хвалю просто-напросто. Так как сегодня праздник для семьи, потому что они выезжают на пастбище, то они зарезали барашку. Жайлуу олуп малыбыз семиз болсун я Аллахым. Элибиз аман болсун. Амин Аллах. Молодой человек, который разделывал тушу, оказался таким специалистом. Он очень тонкий знаток своего дела. Но мне очень не хотелось смотреть на сам процесс, когда режут барана. А когда уже барана зарезали, мне просто было интересно узнать, как разделывается туша. Самым старшие женщины, например, бабушки или курдюк. Ага, вот так вот, да? Да. Потом... То есть это каждый взрослый человек, каждый взрослый кыргыз, он знает, какой кусок кому полагается. Какой кусок кому полагается. Устукам полагается, тоже есть. И мужчинам тоже есть. Устуканы у кыргызов-кочевников испокон веков распределялись следующим образом. Джамбаш – подвздошная кость с мягким сочным мясом. Отдается самому уважаемому гостю. Куймулчак – копчик с последним позвонком. Достается самой уважаемой пожилой женщине. Джотоджилик – берцовая кость с альчиком. Это также почетный устукан. Его обычно подают мужчине. Альчик он отдает сыну. Кашкаджилик – бедренная кость. Подают как устукан и мужчине, и женщине. Карджилик – лучевая кость.
тоже почетный устукан. Тот, кому достался этот кусок, должен полностью очистить его от мяса, чтобы будущая невеста или дочь были красивыми. Далы – лопатка. Подается как мужчине, так и женщине. Кюнджелик – малая берцовая кость. Исторически этот устукан кыргызы предпочитали отдавать второй жене или любимой рабыне. Тош – грудинка. Этот устукан предназначен для замужних дочерей, племянниц. Омуртка – позвонки и тышту-кабырга – ребра с толстым слоем жира и мяса. Подают молодым гостям. Голову, когда сварили, все после казана на дастаркон. Приходится, старший берет голову, например, и чуть только половинку так, кожу всем раздает, кто с дастаркона, остальным ребятам дает. А он должен все голову разделать по частям, например, уши отрезает, дает, например, маленькую саламат, сынышку, чтобы он хорошо слушал отца, матерью, послушным пацаном был, таким намеренным. А глаза разделывает на 4 части, дает хорошему, например, к вам. Он дает, значит, ушел. Мы с вами хорошо виделись, хорошим намерением мы с вами были. Вот. Вы почетный гость, как уважение. Язык женщинам дает. Чтобы болтливые были. Чтобы не было болтливой. Меньше разговаривали. А мужчине что дают Мужчинам из головы? Мозги? Кожу отрезают, да, по кусочку дают. О, даже кожу, вот этого я даже как-то... Кожа, И что приговаривают? чтобы мы одной головой как вместе были. С кишками барана мне пришлось действительно возиться впервые, потому что, ну, как-то вот не было в моей жизни барана, которого зарезали прямо при мне. Вот так вот, да, его надо туда проталкивать аккуратно, чтобы не порвалась кишка. Поэтому, когда мы доходим до опасного места, мы начинаем спускаться вниз, да? Начинаем спускаться вниз, и вот эту вот всю кишку вы ни в каком месте не рвете, да? Да. Они мне рассказали, что с ранней юности их обучают этому. И было интересно вообще смотреть, как они это делают. А насчет брезгливости или того, что мне было неприятно, совсем нет. Конечно, с такими ногтями не должна быть сноха, да? Да. Потому что это нож острый для кишки. Поэтому мне надо очень аккуратно. Я даже получила некоторое удовольствие, потому что здесь опять же работали профессионалы. Они мне просто показали, как аккуратно они чистят эти кишки. И получается очень чистая, такая промытая и вывернутая наружу кишочка, из которой потом вот делают разные вкусности. Еда здесь имеет, конечно, совершенно другой вкус, потому что, во-первых, она приготовлена на костре с любовью, во-вторых, она свежая, ну, наисвежайшая. Нас тепло встретили, очень дружная семья, накормили, напоили. Самые вкусные штуки — это вон те косички плетеные из кишок. Пенка не снимается, она как бы кипятится вместе со всем, но единственное, нужно постоянно вот мясо поливать, потому что оно, мяса много, и вот это, если не поливать, оно не проварится. Кстати, вот хорошая традиция, дают, когда косточку, вместе с ней нож обязательно. И, не зубами кусаешь, а ножом мясо срезаешь. Считается, что чем чище косточка будет, если это молодой парень, тем жена красивее. Нас угощали разными кушаньями, нас угостили каурдаком, нас угостили чаем с каймаком, сделали совершенно изумительные борсоки. Гостеприимство, оно у кыргызов всех крови.
Что вот тут, что ни говори, это фишка Кыргызстана. Это, причем, чем дальше от цивилизации, тем шире душа народа. Действительность превзошла все мои ожидания, вот так скажем. Мне очень понравилось. Я до сих пор не могу переварить бешбармак и все, что в меня напихали. Я не знаю, смогу ли я дойти до машины. Достаточно долгое время путешествую по Кыргызстану. Бывал не раз на Джайло, на высокогорных выпасах. Но сегодня прям массу вещей для себя открыл. Итог нашего дня, что идет вот такое вот сплетение традиций и инноваций, которые несет с собой цивилизация. И это, мне кажется, хорошо. Быт кочевников на Джайло изменился минимально. Просто пришли какие-то элементы современные, такие как сотовый телефон, телевизор, солнечные батареи. Культура кочевников, она как губка впитывает в себя. Вот. Но сознание остается, как и 1000, а то и 2000 лет назад. Я в полном восторге. Я даже не ожидала такого, честно говоря. Во-первых, традиционное гостеприимство кыргызов – это нечто. Несмотря на то, что, в общем-то, мы живем уже в 21 веке, и, казалось бы, традиции уже умирают, нас сегодня встретили по всем лучшим традициям кыргызского народа. А я еле живая от еды. Ну да, в городском Нафаршированного бешбармаков, мяса, баранина и прочее. Причем мне так нравится, ты приходишь сначала там каурдак, да, там лепешки, ты уже наедаешься до такой степени, что просто выкатываешься из Дастаркона, а тебе говорят, а еще бешбармак. Да-да-да. Поэтому я честно, А потом ты бешбармак ешь и говорят, а вот это еще дома, по килограммчику мяса. Как это, кишик, да? Да, киши. Да, и вот этот вот я еще и с кишиком. Я так думаю, что дня три, я так думаю, что я мяса не захочу, в общем.